Небо чистое, без единого облачка. И луна такая яркая, она совсем близко. Как будто можно коснуться этого сверкающего магии шара рукой. Самое прекрасное, что есть сейчас, это звезда, самая яркая. Вы скажете, что тут такого? На небе полно звезд, они рождаются и умирают, поддаваясь непреклонному течению времени. Но вы будете неправы. Моя звезда не живет на небе. Может быть, она прилетела ко мне, как маленький принц. Она всегда знала, что я смотрю именно на нее. Она никогда не создавала созвездия и даже не пыталась быть частью чего-то огромного. А я ее поймал, свою мечту, свое призвание, свое будущее. И впереди путь к знаниям. Пусть и твоя звезда горит и не потухает, вдохновляет, принося частичку далекого лунного света. Дорогие студенты, педагоги, родители, уважаемые гости! Сердечно поздравляю вас с началом нового учебного года, с Днем Знаний. Культура была и есть будет важнейшей составляющей жизни современного человека. Сегодня перед художественным образованием стоят важные задачи. Высокая ответственность за настоящее и будущее нашей страны, ее истории, культуры, и без вашей помощи их нельзя решать. Сегодня правительством Чувашской Республики уделяется большое внимание отрасли культуры, в том числе нашим образовательным организациям. Выделяются финансовые средства на проведение ремонта учреждений, приобретение костюмов, аппаратуры, инструментов. Но наши образовательные организации доказывают, что они сегодня востребованы. Я хотел бы от имени всего наших студентов, преподавателей, Михаил Иванович, искренне вас поблагодарить за ту поддержку нашу сферу культуры и искусства. Давайте поблагодарим. Буквально я хотел бы отметить, уважаемые друзья, если сравнить 2016-2017 год, на сферу культуры действительно более миллиарда рублей увеличения финансирования. Сегодня строится в республике, вы свидетелями являетесь сегодняшнего дня, это новые современные сельские дома культуры, современные новые музеи. Сегодня мы ведем реконструкцию наших учебных заведений, это и художественные училища,
Это музыкальное училище, это институт культуры. Мы реконструкцию ведем и наше общежитие. Я думаю, в ближайшие дни наши студенты будут жить в современных, комфортных условиях наших общежитий. Дорогой земля студентцы, земля преподавательцы, профессорцы, как в Ашамзе, я безере шундан челере, веню, шуле, пушланы отпад саламладов, ырлых сылых, телей, вренюре оножу, юраду, сунадов. Добрый день, дорогие студенты, глубоко уважаемые преподаватели, профессора, но и родители. Сегодня мы все рады и счастливы, потому что вся Россия отмечает начало нового учебного года. Это замечательный, прекрасный праздник, День знаний. По нашим сильным традициям не только сохраняются, а укрепляются. Сегодня мы были во многих встречах, общались с родителями, общались с первоклассниками, первокурсниками. У всех глаза горят, все настроены только на общий результат. Дети, студенты хотят развиваться, хотят учиться, хотят самосовершенствоваться. Почему? Потому что они видят, мы вместе с вами создаем на самом деле благоприятную общеобразовательную среду. Я знаю, в зале участвуют студенты музыкального училища, художественного училища, Института культуры и искусства. Конечно, это и очевидно, я еще раз это хочу подчеркнуть, без истории нет культуры, без традиций тоже нет культуры, а без культуры нет будущего. И мы на самом деле, с учетом предложений общественных организаций, с учетом просьб и предложений наших студентов и бюджетной строке выделяем по расходной части на культуру намного больше средств и оснащаем оборудованием, покупаем роскошные костюмы, через грантовую основу поддерживаем наши талантливые, творческие, целеустремленные коллективы, и они рады и счастливы, потому что когда на сценах появляются уже уважаемые преподаватели, ваши ученики и студенты уже занимаются творчеством, они талантливы и показывают просто свое мастерство. И те гости, которые к нам приезжают, они отзываются добрыми словами, потому что им хочется к нам приезжать, им хочется видеть таланты наших уроженцев, таланты наших мастеров, и практически уже молодые люди, имея разные инструменты, творят просто чудеса. Вот этими делами надо заниматься, надо представлять себя, надо через разные идеи разрабатывать новые проекты, а проекты с учетом государственного финансирования, бюджетного финансирования всегда можно претворить в реальную жизнь. И те наши творческие коллективы, наши искусствоведы, наши художники, когда выезжают в разные регионы Российской Федерации, выезжают в разные страны мира, показывают вот эти сильные стороны Российской Федерации, конечно, европейцы балдеют, им хочется еще раз и еще раз увидеть, несмотря на те экраны, которые сегодня в международной мировой политике американцы, государственные деятели, политические деятели не совсем уважительно относятся к нам, но это отдельно я сказал. А народ всегда он жил в мире и согласии. Простые люди тем более. А тем более, которые на самом деле занимаются сохранением и укреплением культуры. Это очень важно. В отдельных случаях и вам финансовые средства не нужны, потому что вы богаты духовной силой, вы богаты своей нравственностью, у вас другая моральная сторона на самом деле.
Но с учетом того, что мы вместе с вами в нашей общественной деятельности делаем добрые дела, для того, чтобы все эти ценности передать молодому поколению, конечно, это дорого стоило и будет стоить. Мы умеем это оценивать. Поэтому искренние слова благодарности всем тем преподавателям, которые готовят настоящих патриотов, настоящих талантливых людей в нашей любимой Российской Федерации. Я благодарен всем студентам, которые долго думали, куда пойти учиться, и решили пойти учиться в учреждение культуры и искусства. Это тоже дорого стоит. Потому что вы будете дальше строить нашу любимую Россию, вы будете строить нашу любимую Чувашию и наши населенные пункты и города. Это тоже очень значимо для нас. Мы буквально вот сейчас встречались с студентами Чувашского госпедуниверситета, потом мы провели с ректором Владимиром Николаевичем открытый урок. Тема она была обозначена Министерством образования и науки Российской Федерации. Россия, устремленное будущее. И студенты мне задавали вопрос, а какую Россию впереди вы видите? Я сразу ответил, Россия была всегда сильная, у России сильные традиции, у России богатая история, а культура Российской Федерации, она вообще самая богатая в мире. Почему я так сейчас сказал? Потому что мы, встречаясь, общаясь с разными странами, видим это и ощущаем все это дело. Вот даже сегодня, к сведению, могу сказать, в Чебоксарах открыли самую современную, инновационную новую школу на 1100 мест. Ни одна страна в мире такую школу не строила и не будет строить. Мы открывали детские сады, где на самом деле дети вот с малых лет занимаются непрерывным дополнительным образованием. И практически каждого ребенка, который там обучается, мы вложили в среднем на одного ребенка 700 тысяч рублей. Там и гимнастический зал, там и спортзал, там и бассейн, там и хореографический зал. Там залы для того, чтобы люди научились петь, плясать, танцевать и так далее. Все есть практически. И поэтому родители просто воодушевлены, им повезло, но такие школы, конечно, мы еще будем строить, потому что родители должны своих детей отправлять в самые лучшие школы. Это мечта любого родителя и любого практически, может быть, ребенка, которые хотят в этих условиях заниматься. Поэтому эти созданные благоприятные условия в образовательной среде позволяют вам, уважаемые студенты, развиваться, двигаться только вперед, строить сильную Россию, потому что это наша любимая страна, мы любим свою землю, мы уважительно всегда относились друг к другу, народ живет в мире и согласии. Хочется пожелать вам благополучия, успехов, хорошей учебы, успехов в учебе и дальнейших побед на благо нашей любимой России и на благо нашей Чувашии. Да здравствует учреждение культуры и искусства! Слава студентам! Ура! Имени Ивана Яковлевича Яковлева сердечные поздравления с праздником, с Днем Знаний. И, конечно же, слова благодарности главе Чувашской Республики и министру культуры за то, что пригласили и предоставили такую уникальную возможность. И я поймал себя на мысли, не было ведь такого, здорово, что мы вместе собрались. И нам надо дальше собираться вместе с педуниверситетом, потому что Россия единая, Чувашия единая, дети единые, и делить нам по ведомству на принадлежность нечего. Республика сохранила факультеты художественно-графического, музыкального образования, восстановили чувашскую филологию, и этим мы сделаем республику сильнее. Успехов нам! Приказом Министерства культуры по делам национальности и архивного дела Чувашской Республики за большой вклад в дело эстетического воспитания подрастающего поколения благодарность объявлена Герасимовой Ираиде Анатольевне
заместителю директора по учебно-воспитательной работе Чебоксарского художественного училища. Ваши аплодисменты, друзья! Также благодарность объявляется Ивановой Марине Николаевне, заместителю директора по научно-методической работе Чебоксарского художественного училища. Громче, громче, друзья! Благодарность объявляется Корниловой Любови Николаевне, преподавателю Чувашского республиканского училища культуры. Друзья, вас не слышно! Громче! Вот это показано! Также благодарность объявляется Лесовой Ольге Валентиновне, старшему искусств, музыкального образования, исполнительства Чувашского государственного института культуры и искусств. И, конечно же, аплодисменты не смолкают, потому что благодарность объявляется Полякову Владимиру Николаевичу, доценту кафедры актерского мастерства и режиссуры Чувашского государственного института культуры и искусств. Благодарность Семенову Владимиру Николаевичу, преподавателю Чебоксарского музыкального училища имени Павлова. Благодарность объявляется Степановой Дарье Владимировне, преподавателю Чувашского республиканского училища культуры. Друзья, покажите вашу поддержку нашим преподавателям. И, конечно же, благодарность объявляется Шаржановой Любови Федоровне, преподавателю Чебоксарского музыкального училища имени Павлова. Ну и под ваши бурные аплодисменты, дорогие друзья, прямо сейчас на нашей сцене общая, дружная, большая и теплая фотография. Дорогие друзья, прошу вас, пожалуйста, поближе. Общая фотография. Давайте потише, потише всех тех, кто сейчас...
Виноградова Анна, скрипка, студентка второго курса музыкального училища имени Павлова. А также такими же бурными аплодисментами давайте поблагодарим симфонический оркестр Чувашского государственного театра оперы и балета, а также дирижера, художественного руководителя театра оперы и балета, заслуженного деятеля искусств Мордовии Сергея Кис. Кроме того, мы благодарим аплодисменты и солистов театра оперы и балета Мишелю Ангелину и Алексея Рюмина. Без исключения все выпускники, которые сегодня выходят на сцену, дарят нам прекрасное настроение. Талантливые, неравнодушные, увлеченные творчеством люди. С Днем Знаний вас поздравляет училище культуры, русский народный танец «Частушки», руководитель, заслуженный работник культуры Чувашской Республики и Российской Федерации Нянина Людмила Николаевна. Встречаем!
ученикам, своим студентам многие человеческие ценности, любовь к родному языку и культуре родного края. От вашего профессионализма и кропотливого труда зависит будущее нашей с вами столицы. Зависит будущее нашей с вами Чувашии. С началом нового учебного года вас поздравляет фольклорный ансамбль «Янтал». Гостевая величальная Чувашии Самарской области. А также плясовые токмаки Чувашии Самарской области. Художественный руководитель, заслуженный работник культуры Чувашской республики Петухова Людмила Валерьевна. Встречайте! Thank you.
сильнее, порой даже мудрее, даже добрее, помогает открывать новые истины, делать научные открытия и познавать тайны природы. Студенческие годы – самое лучшее время в жизни каждого человека. Студенческие годы не забываются. И, к сожалению, рано или поздно они все-таки заканчиваются. Time to say goodbye. Исполняет лауреат международных конкурсов, выпускница Чувашского государственного института культуры и искусств Татьяна Прыдченкова и заслуженный артист Чувашии Дмитрий Сёмкин. Quando sono sogno l'orizzonte ma che ne mai se lo so che non c'è una stanza grande mai che ne sai se non ci sei tu con me sì le finestre mostra tutti i miei cuori che ho acceso chiudi dentro me la luce che hai incontrato per strada time to say Quando sei lontana sogni all'orizzonte manca le parole. Io sono sorpresi con me. Tu mi allunghi, tu segui con me. Io sono, tu segui con me. Time to say goodbye.
нас здесь собрала любовь к искусству и знаниям, к нашим дорогим педагогам, к нашей великой истории и стране. И это поистине праздник сердца и души. Интересное слово «образование», а по-славянски будет «образовывание». И мы знаем, что в слове «образование» есть замечательный корень «образ». Образ – это по-русски. А если слово «образ» перевести на греческий язык, то получим слово «икона». Икона – это обрусевшее слово, означает «образ». В этом и смысл образования, чтобы образовывать людей путем высших идеалов нравственности, веры и любви к Богу и людям, к нашему земному Отечеству. А интересно еще то, что в слове «образ» есть тоже корень. Этот корень – резать. Подлинно мы знаем, чтобы из прекрасной заготовки, из поленышка вырезать подсвечник или же красивую статуэтку, нужно отрезать лишнее. И вот мы здесь сегодня собрались, любя этот праздник знаний и прекрасно осознавая то, что полученные нами знания будут зиждиться на любви и праведности, отсекая все плохое, злое и порой современное, что идет к нам от Запада. И я знаю, что мы сможем, и у нас все получится. Ведь наши предки, получив великий дар веры, образовали замечательную культуру. И именно из образованных людей состоит культура, которая переходит из века в век, неся всем народам богатство великого, могучего, славного народа России. И в нашей драгоценной республике, нашей солнечной Чувашии, это подлинно великое дело, которое милостью Божией и велением великих и достойных правителей Чувашии возрождается. Возрождаются души и сердца, и подлинно та любовь, которая собрала всех нас здесь, пройдет далее нашей жизни, и наши дети увидят этот пример и воспримут его, ибо только любящее сердце по-настоящему счастливо. Как
свете тот, кто ждет, все снесет, как бы жизнь не мир, лишь бы все. Это все. Мы гордимся своими выпускниками, их достижениями. Выпускники хореографического отделения училища культуры сегодня являются лицом Чувашского государственного академического ансамбля песни и танца. А его знают и любят не только в родной республике, но и далеко за ее пределами. Ансамбль уже не раз покорял зарубежную публику. И это триумф всей нашей Чувашской республики. Прямо сейчас для вашего внимания мы представляем хореографическая композиция «Приплясы». Ваши аплодисменты, друзья!
Дорогие наши, любимые, уважаемые педагоги, пусть вас никогда не покидает желание творить и побуждать к творчеству. Пусть через ваше доброе, ласковое, самое главное, мудрое слово, любовь, красота и добро входят в сердца ваших учеников. Мы хотим искренне поблагодарить вас за то, что вы даете всем нам самое главное в жизни. Это уверенность и веру в себя. А еще учите нас любить и мечтать. Под ваши нескончаемые аплодисменты мы приглашаем на эту роскошную сцену Регину Федорову! Спасибо, жизнь, за то, что вновь приходит день, что зреет хлеб и что взрослеют дети. Спасибо, жизнь, тебе за всех родных людей, живущих на таком огромном свете. Спасибо, жизнь, за то, что этот щедрый век звучал во мне то радостью, то болью, за ширь твоих дорог, в которых человек, все испытав, становится собою. За то, что ты река без берегов, за каждую весну твою и зиму, за всех друзей и даже за врагов. Спасибо, жизнь, за все тебе спасибо, за слезы и за счастье наяву, за то, что ты жалеть меня не стала, за каждый миг, в котором я живу, но не за тот, в котором перестану. Спасибо, жизнь, что я перед тобой в долгу за прошлую и завтрашнюю силу, за все, что я еще успею и смогу. Спасибо, жизнь, воистину спасибо. За то, что ты река без берегов, за каждую весну твою и зиму, за всех друзей и даже за врагов. Спасибо, жизнь, за все тебе спасибо, за слезы и за счастье наяву, за то, что ты жалеть меня не стала, за каждый миг, в котором я живу, но не за тот, в котором перестану. За слезы и за счастье наяву, за то, что ты жалеть меня не стала, за каждый миг, в котором я живу, но не за тот, в котором перестану. Уважаемые педагоги, День знаний мы дарим вам эти цветы в знак уважения за ваш неизмеримый труд. Спасибо вам большое, с праздником, дорогие наши! Влада Иванова. Пускай этот маленький знак внимания запомнится вам долго, потому что вы вкладываете в нас куда больше. Огромное вам спасибо, наши любимые учителя. Ну и для всех ценителей и любителей музыки, а я уверен, что в зале такие присутствуют, прямо сейчас для вас
Симфонический оркестр Чувашского государственного театра оперы и балета. Фантазия на тему Бразилии. Дирижер, художественный руководитель Чувашского государственного театра оперы и балета, заслуженный деятель искусств Мордовии Сергей Кис. Государственного института культуры и искусств Мария Добрынина. Класс заслуженной артистки Российской Федерации, народной артистки Чувашской Республики, профессора Сергеевой Зинкиной Алевтины Васильевны. Ваши аплодисменты!
Это что-то невероятное, правда ведь, друзья? Сегодня все учебные заведения распахнули свои двери, чтобы принять в своих стенах студентов-первокурсников. Студенчество – это замечательная пора. Пора новых знакомств, обретения крепкой-крепкой дружбы на долгие-долгие годы. А также это пора любви и незабываемых встреч. Это пора для вас, первокурсники. Первокурсники, вы где? Искусство, оно многогранно. Я не знаю, сколько этих самых граней есть, но очередную грань мы сейчас для вас покажем. Под ваши бурные громогласные аплодисменты на этой сцене появляется сборная ЧГБУ имени Яковлева. Современный танец. Ladies and gentlemen, everybody close to robbery. My name is the law. They're not ready for this. Yeah. Don't chat. Right now, we're about to do this feedback instrumentals like you've never heard before. This album is called Versatility. Don't tell someone there's a
знают, как делать настоящий пап. Итак, сегодня в зрительной зале находятся удивительные люди, и это правда. Люди трудолюбия, открытости и душевной красоты, для которых сцена – это жизнь. Для вас поет Константин Новокшонов, студент 4-го вокального отделения Института культуры и искусств, класс заслуженного деятеля искусств Российской Федерации Станислава Алексеевича Кондратьева. Благодарю тебя за песенность города и откровенного и тайного. Благодарю тебя за то, что всем было холодно, а ты оттаяла. За шепот и за крик, за вечность и за миг, за отгоревшую звезду, за смех и за печаль, за тихое прощай, за все тебя благодарю. За смех и за печаль, за тихое прощай, за все тебя благодарю. Благодарю за то, что ты по судьбе прошла, за то, что для другого сбудешься. Благодарю тебя за то, что со мной была, и еще за то, что не забудешься. За шепот и за крик, за вечность и за миг, за отгоревшую звезду, за смех и за печаль, за тихое прощай, за все тебя благодарю, за все, за смех и за печаль, за тихое прощай, за все тебя благодарю, за все тебя. Константин Новокшонов, студент Чувашского государственного института культуры и искусств. Звездочки ясные, звезды высокие, что вы храните в себе, что скрываете? Звезды, таящие мысли глубокие, силой какую вы душу пленяете. Частые звездочки, звездочки тесные, что у вас прекрасного, что у вас могучего, чем увлекаете звезды небесные, силу великую знания жгучего. И почему так, когда вы сияете, маните в небо, в объятия широкие, смотрите нежно, так сердце ласкаете, звезды небесные, звезды далекие.
всем студентам, чтобы ваши планы, ваши мечты осуществились. А в добрых делах и начинаниях вам сопутствовала госпожа удачи. Чувашии и России нужны ваши таланты, энергия и стремление добиваться поставленных целей. С Днем Знаний! Сегодня настоящий праздник. Сегодня все образовательные учреждения культуры были собраны вместе в Театре оперы и балета. Вообще хочется отметить то, что сегодня очень пристальное внимание уделяется культуре. Выделяются огромные деньги. Чебоксарскому художественному училищу выделено 26 миллионов. Сделаны ремонты в аудиториях. Это привлекает наших абитуриентов и притягивает к культуре молодежь. Огромное спасибо хочется выразить главе Чувашской Республики за такое внимание и за такое отношение к будущему нашему поколению в области культуры. Хочется поздравить всех с праздником, с Днем Знаний, пожелать творческих успехов, настойчивости, усердия и больших достижений в области культуры и искусства. Сегодня меня переполняют эмоции, чувства, потому что впервые в Театре оперы и балета прошел такой потрясающий форум в присутствии главы нашей республики Михаила Васильевича Игнатьева. И представлены были все те учебные заведения, которые относятся к Министерству культуры нашей республики. Прошел совершенно потрясающий концерт, были представлены все учебные заведения и выступления. Потрясающее совершенно впечатление. Спасибо Министерству культуры за ту поддержку, за ту помощь, за отношение к нам. И особенно я хочу поблагодарить главу республики за тот вклад, можно сказать, опеку над нашим институтом, потому что в последнее время наш институт просто расцвел на глазах. И это это учебное здание, я имею в виду материальный тот вклад, который сделало правительство нашей республики. Это ремонты потрясающие. У нас совершенно удивительный зал, то есть учебный театр. Он оснащен всем необходимым, что нужно. И у нас великолепный корпус учебный, у нас потрясающее совершенно общежитие. Мы развиваемся. Я еще раз хочу поблагодарить наше родное Министерство культуры за то отношение и поддержку в развитии искусства. Вот. И, конечно, я как вокалистка благодарю за поддержку вокального искусства в частности. Спасибо огромное. Сегодняшнее мероприятие вообще уникально. У меня в этом году 44-й учебный год. И никогда не было такого праздника прекрасного, который организовал наше замечательное Министерство культуры. И присутствие главы республики великолепно. Все студенты, педагоги увидели истинное внимание, как никогда. Я думаю, это традиционно теперь будет. Это замечательно, начинать учебный год таким торжеством великолепным и тем, как наша республика относится к культуре. Это абсолютно внимание мы почувствовали в самом деле в работе в своей, в том, как меняется облик наших учебных заведений. Это замечательный ремонт, это замечательное оснащение всей инфраструктуры учебного заведения. Это новые учебники, это новые инструменты. У нас много сейчас появилось современной звуковоспроизводящей, записывающей аппаратуры современной. Это
очень здорово. Сейчас студенты приходят в обновленные кабинеты, очень привлекательно выглядит все это. И учебный процесс абсолютно обеспечен всем необходимым, всеми техническими средствами, буквально на современном уровне. Это радует, это хочется работать еще больше и больше, интересней. Вот. В этом году заметно увеличилось вложение республики в развитие культуры. И мы это ощущаем, слава Богу. И наши студенты, которые пришли впервые в этом году учиться, получили такой замечательный праздник сегодня. Они с воодушевлением, конечно же, с восторгом смотрели на тех, кто на сцене, мечтая самим как-то вдруг в скором времени, по истечении, может быть, 2 лет обучения, уже тоже оказаться на сцене, танцевать, петь, радовать своим искусством уже публику. Это замечательное начало. Хочется поблагодарить, конечно, и за такое внимание ко мне, обыкновенному педагогу, со стороны главы республики, со стороны министра Константина Геннадьевича. Такая забота чувствуется среди нашего всего преподавательского состава, конечно. Я уверена, воодушевление еще больше будет в работе. Мы сумеем ответить на эту заботу, конечно, адекватно, большими успехами. Я надеюсь, у наших студентов все будет чудесно. Дальше и дальше развиваться будут они. Вот. Огромное спасибо. Вы предлагаете это сделать традиционно? Ой, хотелось бы, конечно. Это замечательный праздник. А потом у нас так много талантливой молодежи, и есть что увидеть, есть гордиться кем. Вот, конечно, хочется, чтобы этот праздник сделался традиционным, конечно. Вот. Но мы всемерно будем способствовать этому со своей стороны. Все мои собратья, коллеги, музыканты, хореографы, режиссеры, безусловно, приложат огромные усилия, чтобы у нас всегда культура Чувашии процветала, как и сегодня, как на сегодняшний день. Спасибо огромное. Я приехала из Нижегородской области. Об училище узнала по ходу конкурса «Шаг в будущее» и «Дни открытых дверей». Училище очень понравилось и решила поступать только туда. Вот. Мероприятие сегодняшнее очень понравилось. Надеюсь, что смогу стать таким же профессионалом своего дела, как сегодня показали на сцене. Очень рада, что нас всех собрали. Мероприятием довольна.